Доброе утро. На календаре уже, слава богу, 10 апреля. Весна, казалось бы, в самом разгаре, но почему-то утренние температуры хотят сказать нам об обратном. Но неважно, скоро день наступит, солнышко будет греть сильно и будет очень тепло. Утро Якутии в эфире. Дарья Анкехова, Павел Танин с вами встречаем этот день наступивший. Среда, день недели, если вдруг вам тоже это интересно. Ну, мало ли кому-то, да, вот какой день недели? Ну, среда. Паша, да, возможно, кто-то проснулся и не знает еще, какой день недели, собственно, до гаджета до своего не дотянулся. И давайте вот именно для таких, долго спящих людей, да, мы проанонсируем, что же ждет нас и вас в ближайший час. Итак, сегодня будут очень интересные гости. С одними из них мы поговорим на тему детского зрения. Очень такая актуальная тема на сегодняшний день, да. А со вторым гостем мы поговорим на не менее интересную тему. Это про ту самую молодость. Как сохранить молодость, что же такое антивозрастная медицина. И обо всем об этом, конечно же, нам расскажут наши уважаемые гости. Ну, если двумя словами, наверное, активное долголетие. Не все ошибусь, верно, правильно. все верно. Вот. Ну, помимо этого, конечно, у нас полезная информация тоже, каждый эфир присутствует. В том числе сегодня будет полезная информация для тех, кто любит заниматься своим подсобным хозяйством, огородом, на даче. Расскажем, как в домашних условиях биогумус изготовить. А мне кажется, это мне уже самому интересно, я не дачник. Да? Ну, уже интересно, как это интересно, как это можно. Ну, а для автолюбителей будет интересная информация по поводу того, как часто необходимо будет мыть своего коня, так сказать, да, чтобы не навредить ему, но и чтобы все-таки он прослужил вам дольше. Железно, потому что, ну, если у вас есть прям конь-конь, там тоже свои правила заботы, ну, понимаем, это все-таки живое существо. Паша, еще недавно подарили, наверное, многим парфюм на 8 марта, на 23 февраля, и эти коробочки стоят на полочках, ну, а вот как правильно сохранить свой парфюм, тоже узнаем из нашей постоянной рубрики. Правильно ли понимаю, мы говорим о правилах хранения. Правильно. Да. Все это в ближайшие уже чуть меньше 56 минут, но тем не менее оставайтесь с нами, все это услышите, узнаете. Ну а прямо сейчас, я думаю, многие из нас, вероятно, уже готовят завтрак или только готовятся к тому, чтобы готовить завтрак. И вот для вторых можем дать совет. Сегодня как никогда будет уместным позавтракать гречкой, ведь сегодня отмечается день этой крупы. Ее популярность объяснима, она богата белками, жирами, крахмалом, марганцем, витаминами группами В и П и, главное, минералами, кальцием, фосфором, калием и железом. Но на этом ее хорошие свойства не заканчиваются. Гречневая каша долго хранится, она очень вкусная и быстро готовится. Ее едят вместе с рыбой и мясом или отдельно от других продуктов со сливочным маслом, добавляя по вкусу соль и сахар. В России основным производителем гречки является Алтайский край. Но также эту культуру выращивают в Татарстане, в Башкирии, в Оренбургской и Орловских областях. При всем при этом гречку не особо чествуют в других странах мира. Кроме России, ее с удовольствием едят лишь в Азии, а именно в Корее, Китае и Японии. Но из-за такой, скажем так, несправедливости гречневая каша становится открытием для многих иностранцев, которые посещают нашу страну. Ну а сейчас давайте же узнаем, какая у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 16 градусов. В заречной группе 9-14 ниже 0. В южных районах до 7 градусов мороза. В Вилюйской группе 7-8 со знаком минус, в Нижнеленских 4-12 ниже 0. В западных до минус 8. В Колымо-Нигирской группе улусов 11-18 со знаком минус, в Янских районах до 17 градусов мороза. На северо-западе 3-20 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 14 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 4 градусов. В Якутске, конечно, разбросы какие-то сильные пошли, не апрельские, на мой взгляд, конечно же. Может быть, синоптики меня поправят, но у нас в студии сейчас нет синоптиков, поэтому что хочу, то и говорю. Действительно, утром минус 17, днем до плюс 4, это сильно. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу.
В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств. Сенатор Артем Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств в сетях сотовых операторов. Он указал на проблему серого рынка сим-карт в России. По его словам, серые симки часто используются для мошенничества. Их также легко приобрести и на улице. Предполагается внести изменения в федеральный закон о связи, где установить обязанности пользователей услугами связи предоставить оператору при оформлении сим-карты наряду с паспортными данными имя и код устройства, на котором планируется использовать сим-карту. На территории Амгинского района активно идет подготовка к весеннему половодью. Завершаются работы по зачернению льда на реке Амге. В этом году подготовительные работы по безопасному пропуску весеннего половодья начались с января. Был разработан план и создана комиссия. Также утверждены планы мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону КРС, лошадей и домашних животных. На сегодняшний день определены и подготавливаются 7 пунктов временного размещения для приема эвакуированных в случае возникновения ЧС. Совместно с УГМС по руслу реки Амга установили 2 гидропоста временных. И по руслу реки Суола также установлено 2 временных гидропоста. Это поселки Алтанцы и Сатагай. Прогноз на этот год у нас неутешительный. Превышение нормы будет 1–1,5 метра. Так что надо готовиться к этому. Проведены командно-штабные учения по безопасному пропуску весеннего половодья. Также проведены занятия по отгону скота в безопасные районы. Аллергологи советуют беречь иммунитет. Весенний сезон для многих является самым приятным периодом в году. Именно в это время идет острое распространение сезонной аллергии. По статистике, таким недугом страдают почти 30% населения, вне зависимости от пола и возраста. В респираторно-восстановительном центре врачи уже сейчас ведут профилактику по всем видам аллергических реакций. Основные симптомы сезонной аллергии – это заложенность носа, чихание, покраснение и отечность век, а у некоторых может сопровождаться приступами кашля и удушья. Специалисты советуют отнестись к заболеванию серьезно и не игнорировать визит к аллергологу. И да, последнее время очень такое распространенное заболевание. Практически каждый второй заболевает аллергическими реакциями. Прежде всего на аллергию действует предрасположенность, наследственный фактор. Далее уже идет вот эти вот все наше питание, образ жизни, экология. Это все влияет на реакцию аллергии. В любом возрасте может появиться аллергия не только у детей, но и человек жил, и резко в 40 лет у него случился полинос, реакция на березу, например. Учащиеся Бердигистяхской школы имени Семена Данилова с успехом вернулись со Всероссийской научной конференции имени Лобачевского. В Казанском федеральном университете учащиеся отличились в таких областях, как история, геология, краеведение и филология. Из 9 выступавших ребят 6 стали лауреатами и дипломатами конференций. Научные руководители Айталина Семенова и Татьяна Дичковская отметили, что основной оклад достижений ребят лежит на научном обществе, которое работает уже несколько лет и охватывает школьников с 5 по 11 класс. Тема моего доклада говорит про дискурсивные слова, например, как «о», «дже», «аю», «ая», «индинда», такие вот слова. И им было интересно узнать, так как дискурсивные слова – это очень популярная проблема в языке. Им понравилась тема моего доклада, им было интересно узнать про другие народности, таких как саха. Якутский легкоатлет Аял Сивцев успешно выступил на мировой серии Гран-при по легкой атлетике в Мексике, завоевав золотую и серебряную медали. Воспитанник тренера Петра Давыдова отличился на крупном соревновании в Халапе по 2 легкоатлетическим дисциплинам. Он стал обладателем золота по толканию ядра и завоевал серебро по метанию копья. На международном турнире выступили почти 500 спортсменов из 26 национальных команд. И с вами вновь «Утро Якутии». И, как мы уже сказали в начале нашей программы, сегодня мы поговорим с нашими гостями на очень актуальную, интересную тему – это зрение. Да, и говорить будем мы, в частности, о детском зрении, потому что беречь его надо. Вот я не сберег, вот теперь вот так сижу. С нами сегодня в студии представитель клубов заботы о зрении и очках «Аллуф»
Никита Егоров, а также представитель международной оптической компании «Элисор» Михаил Талызин. Доброе утро. Здравствуйте. Вот, ну, Михаил, первый вопрос к вам. Мы говорим про детское зрение. Что вообще говорит мировая статистика? Потому что, ну, там у нас с течением времени ухудшается у детей зрение, да, или наоборот все-таки становится лучше? Да, действительно, вопрос очень актуальный. Мы постоянно проводим исследования, и цифры показывают то, что проблемы с развитием близорукости они есть не только в Якутии, но и это общий мировой тренд. И если посмотреть на цифры сверху, то просто представьте, к 2050 году каждый второй человек в мире будет уже близорук, и более миллиарда людей будет иметь высокую степень близорукости. Это когда больше 6 диоптрий. Вот, это мировая статистика, а вот как обстоят дела в Якутии, давайте спросим у Никиты. Никита? Да, согласно исследованиям, вот, исходя в нашей республике, заболеваемость глаз прослеживается в 28 тысячах случаев на 100 тысяч детей. Да, то есть, согласно по статистике по России, это превышает на 278%. Да, то есть, простыми словами, каждый третий ребенок в Якутии имеет заболевание глаз. И как представители жителей нашей республики, и как клубов заботы о зрении очках, мы очень сильно обеспокоены данной ситуацией. Исходя из разговоров с родителями, мы выявили то, что многие родители не знают существования такой проблемы. Да, действительно, да? Да. Все время думаю, что, возможно, где-то ребенок немножечко, так сказать, преувеличивает, да, возможно, просто хочет стильные очки, да, и все время думаешь, нет, 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 тебя это не касается, да. Вот как определить, вообще по каким признакам можно отследить то, что вот у ребенка уже плохое зрение? Ага, вот в повседневной жизни можно следить это таким образом. Например, у маленьких детей там 6-7 лет, у них им очень сложно объяснить родителям то, что они имеют проблемы со зрением, да. И здесь родителям следует акцентировать внимание на физиологические признаки. Например, вот ребенок начинает рассматривать предметы вблизи, например, да, начинает щуриться, когда смотрит вдаль, и, в общем, в целом начинает чувствовать спазмы в глазах. Вот. В таких случаях рекомендуется сразу обращаться к врачу-офтальмологу детскому, да, и заранее выявлять заболевания и устраивать методологию лечения. Ну, вот тут, наверное, вопрос тоже, да, проверка зрения немаловажную роль играет, ее периодичность, как часто вообще необходимо зрение проверять, потому что, ну, допустим, пример, да, у нас есть там, ПЛГ раз в год, вот рекомендация раз в год, чтобы ничего не пропустить, со зрением какой-то есть период? Да, есть. Эксперты и врачи-офтальмологи в целом советуют записывать детей на проверку зрения минимум раз в год. То есть это, в принципе, такое достаточное окно, когда можно поймать какие-то изменения. Потому что Да. изменения же могут быть какие-то и критичные, которые потом Да, уводятся в серьезные последствия. Ну вот сегодня, да, мы услышали такой интересный термин, как клуб заботы о зрении, да? Очень интересно, то есть это не, допустим, не какой-то магазин, да, это не кабинет какой-то, да, для проверки зрения, это клуб заботы о зрении. Вот о каких методах, да, вы профилактики либо лечения, вот вы общаетесь со своими, ну, как сказать, подопечными? Да. В наших клубах несколько методов лечения. Одним из них являются это ночные линзы. Ребенок приходит к нам, ему назначается программа ношения ночных линз на год после осмотра офтальмолога. Как данные линзы эти работают? Да? То есть ребенок надевает ночные линзы перед сном и спит сразу в них. Вот. И эффективность данных линз у нас происходит именно утром, когда он снимает данные линзы. Так, ночные линзы. И еще что-то Я новенькое, пытаюсь да? просто понять, как это А может днем их работать. снимают дети или продолжают? При пробуждении снимают. При пробуждении снимают, и в течение бодрствования у них отличное зрение. Вот То есть, так, да? Структура у данной линзы жесткая, да, то есть они давят на роговицу и меняют ее форму, тем самым улучшая остроту зрения. Вот в чем секрет. А может быть, ну, противопоказания какие-то есть или любой может их, ну, в смысле, если говорить про детское зрение, любой ребенок может их носить? Да, есть ряд абсолютных противопоказаний, например, такие как наличие сахарного диабета, систематические заболевания и также воспалительные заболевания. А что касаемо диоптрий, да, до какого минуса
собственно, подходят такие линзы? То есть если у ребенка, ну, очень плохое зрение, эта система сработает? Или это вот мы говорим все-таки о таких небольших цифрах, как там -1, -2, -3? Нет, цифры достаточно такие весомые, я бы сказал, да, то есть там можно, например, до -30 диоптриев делать, то есть их можно еще изготавливать индивидуально под каждого ребенка. Ну, на самом деле, это такое открытие, вот прям даже для меня, что Да, есть да. линзы, которые нужно носить ночью. А какие-то, может быть, еще методологии, там, технологии современные в плане оптики используются? Да, есть еще третий метод, это у нас аппаратное лечение. Ребенку назначается ряд аппаратов, они бывают разные, бывают компьютерные, бывают цветоимпульсные. И исходя из патологии ребенка назначают те самые аппараты. То есть это они помогают снять перенапряжение в глазах, ну и также способствуют тренировке аккомодации. То есть в целом, если у ребенка прослеживается перенапряжение глаз, лучше назначать вот аппаратное лечение, особенно перед школой в сентябре месяце, например. Ну и, соответственно, сразу возникает вопрос с точки зрения родителей, да, насколько это все безопасно или стопроцентная гарантия? По ночным линзам у нас есть гарантия, и также по линзам Stellest тоже гарантия имеется, то есть 13 месяцев. Если диоптрия изменяется, увеличивается на 1 диоптрию, то Эффект есть. эффект есть. Ага. Вот Stellest — это вот как раз-таки вот эти ночные линзы, или это ж... Позвольте, я скажу. Stellest — это разработка как раз компании Essilor. Компания очень много времени и очень много внимания уделяет вопросам детского зрения. И как раз есть такая разработка, как линза для очков Stellest. При этом внешне линза выглядит как обыкновенная, но она имеет очень такую интересную технологическую структуру. Там в одной линзе 1021 микролинза, заключенная в 11 концентрических колец, и вот эти микролинзы, они создают такой объемный дополнительный сигнал перед сетчаткой, повторяющий его форму, и он позволяет сдерживать рост глаза и, соответственно, контролировать близорукость. Очень Как интересно, да. серьезно. Просто Да, для меня сегодня мир, вот дальше вот просто вот линзы, диоптрия. То есть по факту, да, сегодня, да, есть разные, да, методы коррекции зрения, да, ну, это коррекция зрения, да, потому что все-таки полностью подобными методами мы восстановить зрение не можем, да, или если из года в год по -1 диоптрию, то, в принципе, к 100% зрению перейти можем или нет? Самое главное при контроле миопии — это сдерживать развитие роста глаза и тем самым контролировать близорукость. И все методы, которые есть, и контактные линзы, и линзы для очков, они направлены именно на сдерживание роста глаза. И многие родители, они действительно беспокоятся о том, насколько будет эффективен тот или иной метод контроля миопии. И многие международные исследования и уже российские исследования, они показывают, что, ну, в частности, например, если мы говорим про очковые линзы Stellest, там эффективность составляет 67% относительно обычных очков монофокальных. И это все доказано, но тем не менее, если мы получаем те результаты, которые мы не ожидали, да, конечно, гарантийная программа есть, для этого нужно обратиться в специализированный салон оптики либо клиники, и там вам дадут подробную информацию, что можно сделать. Михаил, а с точки зрения вот эстетики, да, все-таки, когда мы говорим о больших диоптриях, да, это обычно очень такое толстое и тяжелое стекло, да, линзы Stellest, они отличаются как-то? Да, безусловно, линзы сделаны из специального материала, это поликарбонат. Материал имеет высокий коэффициент преломления, ну, то есть высокую степень утончения. И линзы с большими диоптриями, они выглядят более эстетично, чем очки со стандартными линзами. И, соответственно, более легкие, удобные, метод неинвазивный, ребенок просто в них ходит, и тем самым позволяет нам контролировать его близорукость, развитие близорукости. На самом деле, очень, ну, как я уже сказал, там целый мир сегодня вот для меня лично открылся в плане оптических, вот, даже ночные линзы, там, Stellest, ну, сильно. Я думаю, нашим телезрителям тоже это будет полезно, особенно говоря про то, что, ну, родители всегда хотят заботиться о здоровье. Зрение — это сколько человек? 90% информации через зрение воспринимает. Зрение беречь надо. Я думаю, все родители хотят его своим детям сохранить как можно
дольше. Никита, Михаил, спасибо, что посетили наш утренний эфир. И мы уверены, что эта полезная информация дойдет до каждого из наших зрителей. И, возможно, если у кого-то есть такие проблемы, то они с уверенностью могут обратиться к вам как к специалистам. И, собственно, все во благо будущего наших детей. Да. Я пока подумаю, конечно, как изобрести машину времени, вернуться как-то в детском возрасте, вот в сегодняшний день, и тоже начать пользоваться такими технологиями. Ну, фантастика, она всегда остается фантастикой. Спасибо еще раз. Ну а мы продолжаем. Если у вас есть брат или сестра, и у вас есть, значит, самый близкий друг, человек, с которым вы вместе росли и взрослели. Сегодня в России и в мире отметят важный праздник – День братьев и сестер. Семья – это основа нашего существования. Взаимоотношения в семье, начиная от самых младших ее представителей, берет начало мир и гармония в обществе. На примере многих российских семей, эпизодов из отечественной литературы и киноклассики можно проследить не только родственные коллизии, но и события отечественной и мировой истории. Связь братьев и сестер зарождается в раннем детстве и проходит через всю жизнь. Поэтому отношения близких кровных родственников достойны своей памятной даты. Ну а в честь этого праздника можно в этот день делиться своими детскими воспоминаниями, старыми фотографиями. Те люди, которые интересуются историей своего рода семьи, могут поведать близкому человеку о неожиданном открытии в летописи своих предков, рассказать детям об их бабушках, прабабушках, тетях и дядях, укрепить семейные узы подрастающего поколения. Или, в конце концов, если вы с братом или сестрой вот в разных городах живете, просто позвоните там, поздравьте друг друга, как минимум. Ну а о других знаменательных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 10 апреля. Ураза-Байрам, праздник разговения, День братьев и сестер, Международный день движения сопротивления. По народному календарю Илларион выверни оглобли. На Илларионов день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок. Его в старину плели на Степана всей семьей. Считалось, что он охраняет дом и помогает одолеть недуги. Это день в истории. 1710 год. В Англии вступил в силу закон об авторском праве. 1944. Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 1981. В Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. В этот день родились 1887 год Бернардо Усай, аргентинский физиолог, нобелевский лауреат. 1895 Всеволод Рождественский, советский поэт и переводчик, военный корреспондент. 1898 Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления «Детка». 1937 Белла Ахмадуллина, советская и российская поэтесса, писательница. 1952 Стивен Сигал, американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо. Именины сегодня отмечают Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан. Мы продолжаем встречать наступивший день, и мы готовы к одному из важнейших ритуалов пробуждения – это утренняя зарядка. Она поможет зарядиться энергией и быть в тонусе в течение всего дня. Доброе утро! Сегодня мы проведем экспресс-функциональную тренировку для проработки всего тела и подготовки себя к летнему сезону. Начинаем мы с вами с выпрыгиваний. Упражнение это выполняем 30 секунд. Постановка ног, колено натянуто. Работаем от носка. Руки прямые, кончики натянуты пальцы. Следим за дыханием. Темп средний, выше среднего. Закончили. Сейчас мы переходим на проработку нижней части нашего корпуса, а именно будем работать на трицепс, бицепс бедра, икроножная. Постановка ног, опорная нога мягкая. Рабочую ногу будем отводить в сторону в согнутом колене. Руки у нас будут в замке. Мах через ягодицу. Работаем на каждую ногу по 30 секунд. Корпус статичен. Чем ниже уходим в корпусе, параллель с полом, тем больше нагрузка. Выдох верхней точки. Выдох. 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 30 секунд. Закончили. Все то же самое на правую ногу. Поехали. Мах. Выдох. Выдох. Далее мы переходим на проработку грудных. Мы будем работать в отжимании классическом, широкой постановке рук. Отстраиваем корпус.
Положение как в планке. Исключаем домика. Локти уводим в сторону во время жима вниз. Взгляд вниз в коврик. Работаем здесь 30 секунд. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Верхние точки – выдох. 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 Темп средний, выше среднего. Контролируем поясничный отдел. Не задираем копчик в верхнюю точку. Закончили. И завершается наш комплекс мышцами брюшного пресса. В этом комплексе мы будем работать в прямом кранче. Уходим на спину. На спину мы уходим в безопасном положении, подкрутив плечи, округлив спину и уходя позвонок за позвонком в нижнюю точку. Расстановка ног, ширина плеч. Для усложнения можете установить стопу на пятки. Плечевой пояс раскрыт, руки за головой. Подбородок на полочке, взгляд прямо перед собой. В верхней точке выдох. Работаем 30 секунд. Выдох, 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 выдох. Следите за тем, чтобы ваша поясница была прижата к полу. Небольшое амплитудное движение. На каждом выдохе вы еще больше сокращаете мышцы живота. Темп средний, выше среднего. На этом комплекс завершен. Повторяйте его 4 раза. Между каждым подходом отдых от минуты до полутора. Всем хорошего дня! Вот как часто следует мыть автомобиль весной? Когда на дорогах грязно, многие водители предпочитают не мыть вообще машину. В принципе, считают это бессмысленным занятием. А вот автоэксперты объяснили, с какой периодичностью все-таки следует заниматься этим делом и содержать в чистоте свое транспортное средство в весенний период. По их словам, авто надо мыть как минимум раз в несколько дней, причем не только по эстетическим соображениям. Тут в первую очередь важна та причина, она заключается в том, что после морозов на кузове сохраняется налет из реагентов, если в городе используются они для растайки снега. И вот посредством этих реагентов осуществляется обработка автодорог от наледи. Специалисты заметили, что остатки агрессивных веществ нужно смыть как с кузова, так и со дна авто, чтобы они не проели транспортное средство. Ну а общая такая доступная причина — это, конечно, грязь на машине способна помешать обзору и снизить безопасность вождения. А еще грязное авто становится заметнее для сотрудников госавтоинспекции. Они чаще, к слову, останавливают подобные машины, чтобы проверить документы водителя. Об этом информируют эксперты. Ну и раз уж мы затронули тему заботы о своем имуществе, давайте затронем и тему заботы о себе любимой, то есть о своем здоровье. И на очереди наша постоянная рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Инсульт является одним из наиболее опасных и часто встречающихся заболеваний, требующих незамедлительного реагирования и медицинской помощи. Важно уметь быстро распознавать основные признаки инсульта, которые можно запомнить по аббревиатуре УЗП, которая включает следующие шаги. У – это улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте одна сторона лица может быть парализована, и улыбка окажется асимметричной. З – заговорить. Попросите сказать простое предложение или повторить фразу. При инсульте речь может быть невнятной или человек не сможет говорить вообще. П – это поднять руки. Попросите поднять обе руки вверх. При инсульте одна рука может не подниматься или подниматься с трудом. Дополнительные признаки инсульта могут включать внезапное онемение или слабость в лице, руке или ноге, особенно с одной стороны тела, путаницу, затруднение понимания речи, проблемы со зрением в одном или обоих глазах, трудности с ходьбой, головокружение, потеря равновесия или координации, сильная головная боль без ясной причины. Если вы заметили один или несколько из этих признаков, немедленно вызовите скорую помощь. Быстрое реагирование и обращение за медицинской помощью могут значительно повысить шансы на успешное восстановление после инсульта.
Будьте здоровы! О здоровье позаботились, теперь можно поговорить и о том, как мы можем делать прекраснее себя и окружающее пространство. Одним из украшений для человека считается парфюм. И с ним, как и с прочими украшениями, бывают свои нюансы. Сегодня в нашей постоянной рубрике мы разберем основные правила хранения парфюма таким образом, чтобы он простоял у вас на полочке, но и самое главное, чтобы сохранил все свои ароматы. Доброе утро! Сегодня в нашей рубрике «Ароматы утра» я вам расскажу о такой интересной теме, как хранение ароматов. В этой теме вообще есть много советов, которые я бы хотела вам сегодня дать. Наверное, самые популярные места для хранения ароматов – это ванная комната, туалетный столик или, например, ваша дамская сумочка. И спешу вас расстроить, что это 3 самых неудачных места для хранения ваших ароматов. Ванная комната – это место, в котором у нас постоянно происходят перепады температуры, перепады влажности, поэтому это является не самым удачным местом для хранения ваших ароматов. Второе популярное место – это туалетный столик. Конечно, я понимаю, что это очень красиво, когда вы собираетесь, смотрите на свои красивые флакончики, на свою коллекцию, но, как правило, туалетный столик – это то место, на которое всегда попадают солнечные лучи, чтобы вам было удобно краситься, видеть себя. И солнечные лучи тоже очень пагубно влияют на ваши ароматы. И третье место – это ваша сумочка. И особенно в нашем резко-континентальном климате сумочка не лучшее место, опять же, из-за перепадов температур. Но если ваш большой флакончик вы хотите носить с собой всегда и обновлять ваш аромат в течение дня, вы можете воспользоваться атомайзерами. Это такие маленькие бутылочки, в которые вы можете перелить ваш аромат и обновлять его в течение дня. В таком маленьком объеме с ним ничего не случится. А самое лучшее место для хранения – это темный шкаф, распашной, который вы не будете тревожить, который будет находиться не в ванной. И еще бытует миф, что нужно хранить ароматы в холодильнике. Но это, конечно, тоже неправда, достаточно просто комнатной постоянной температуры. Если вы будете ухаживать за своими ароматами, они вам будут служить долгие годы и радовать вас каждый день. Мы продолжим, так сказать, прихорашиваться. Помимо парфюмерной композиции, человек может улучшить свой образ разными украшениями. И вот наш эксперт по стилю и моде сегодня расскажет о тонкостях их подбора. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. И сегодня мы поговорим про самую интересную тему. Мы поговорим про украшения. Ну и самый яркий тренд, который сейчас ворвался в нашу жизнь, это стразы. Самые лучшие стразы считаются Сваровски, потому что у них идеальная огранка, и они сверкают, особенно при искусственном освещении или на солнце. Раньше казалось, что стразы нужны только на Новый год или максимум на 8 марта. Теперь мы их носим с радостью круглый год. И каждый день, в будни, обязательно. Ну и на особые какие-нибудь мероприятия. Как носить такие яркие украшения каждый день? Берем базовый свитер, простую футболку, без каких-либо рисунков, принтов, надписей, джинсы, кеды, спокойная какая-нибудь сумочка и сверху, чтобы добавить женственности, какой-то яркости, например, какой-нибудь колье из страз. На Кристине, кстати, идеальные чокеры, которые прекрасно будут миксоваться и с вечерними нарядами, аутфитами. И также, опять же, можно просто добавить его в качестве аксессуара на какой-нибудь базовый хороший свитер темных оттенков или светлых. Не возбраняется на вечеринке миксовать стразы друг с другом. Можно золото, можно и в серебряных оттенках. Можно миксовать стразы разных оттенков. Они могут быть и зеленые, и голубые, и розовые, и фиолетовые. Все то, что комплементарно именно для вас. А я рекомендую вам присмотреться к маленьким пуссетам, каким-нибудь огромным люстрам. Но сейчас на пике популярности все-таки чокеры, вытянутые какие-нибудь интересные цепи. И, кстати, вот здесь колье с очень интересными такими кистями. Сразу задают. Но опять же, миксуйте их с какими-то простыми вещами, чтобы не превратиться в слишком яркое пятно. Не бойтесь украшать себя, экспериментируйте, миксуйте, находите свое любимое, экспериментируйте с цветом, с разными оттенками. Ну а самое главное, наслаждайтесь этим. А мужчины, вы балуйте своих женщин, покупайте самые красивые украшения для самых красивых женщин. С вами была Люба Платонова, стилист и персональный шопер. Паша, ну оценить такую красоту, да и в целом свой внешний вид невозможно без одного атрибута.
Ну, конечно, это зеркало, потому что, ну, вообще как бы, да, где мы можем сами себя увидеть. Это Все зеркало, верно. да. Они бывают, кстати, разные, и вообще бывают очень старинные, и о реставрации таких вот зеркал поговорим далее. В Алёкминском краеведческом музее хранятся уникальные старинные экспонаты, в том числе принадлежавшие когда-то богатой городской знати. Среди них огромные антикварные зеркала. Их привозили в свое время на судах по реке, на знаменитые в то время ярмарки, организуемые в Алёкминске летом. И сюда приезжали такие торговые дома, как Мартухович, Рубанович компания, торговый дом Анны Громовой. И вот они все привозили диковинные вещи для того времени, потому что зеркала появились хоть и давно, но в Алёкминске это 18-й, начало 19-го, скорее даже начало 19 века, рубеж такой. История большинства этих экспонатов уже безвозвратно утеряна. Исследователи, краеведы могут сегодня только предполагать, откуда, как они появились, кому принадлежали. Я думаю, что зеркало принадлежало богатой семье, потому что зеркало — это предмет роскоши, и раньше его передавали девушкам в качестве приданого. А потом, скорее всего, какие-то произошли исторические такие изменения, и зеркало осталось лежать в неугоду. Мы его нашли в одной из деревень. Как правило, найденные случайные вещи бывают не очень хорошего вида. Время и ненадлежащее хранение делают свое дело. И работникам музея приходится приложить максимум усилий и знаний, чтобы вернуть вещи, если не первозданный, то хотя бы близкий к первоначальному вид. Анна Борщ, хранитель музея, а по совместительству реставратор, занимается восстановлением и изучением таких вещей. Сотрудники музея выяснили, что этот декор имеет название «Вологодские Карибы». И многие элементы были в очень таком расшатанном состоянии, они еле как держались, потому что держались на старинных таких гвоздиках, небольших, и, знаете, такие без шляпок, вот, да, старинные, срубленные. Отсутствует вершина у зеркала, и мы не знаем, какое оно было, не можем предположить, потому что декор этот был, ну, практически штучный. Не сохранилась ни фотографии, ни история об этом. Поэтому вот то, что можно восстановить, мы восстанавливаем.Реставратор стремится восстановить, при этом не навредить старинные вещи. Поэтому, например, моментальный клей тут не используется. Инструменты идут в ход самые разные, от художественных, это вот и мастихины в ход идут, и стамески разных размеров. Ну и вот, да, я еще сказала, что отсутствовали навершия, да, пришлось сделать, учитывая зеркала, которые у нас хранятся в музее, мы посмотрели и подумали, что все-таки навершие примерно вот такого плана должно быть. Я сделала мастер-модель гипсовую, сделала к ней такой вот молд силиконовый, то есть делается мастер-модель, заливается силиконом, да, и потом уже изготавливается такой вот шаблон. Вот два этих навершия были изготовлены таким способом. Реставрация — увлекательный процесс, говорит художник. И работа со старинными экспонатами дает не только творческое удовольствие, но и погружает в ту эпоху, когда этими вещами пользовались. Когда ты занимаешься им, ты представляешь волей-неволей, как какая-то, например, модница того времени смотрела в зеркало. И вообще, насколько известно, зеркала же висели немножко наклонно, чтобы видеть себя от макушки до пят. Поэтому как-то вот волей-неволей представляешь то время, во что одевались дамы, кавалеры. В Алёкминском музее сегодня хранится 8 подобных старинных зеркал, которые тоже предстоит отреставрировать. По окончании работ музейные работники планируют организовать специальную экспозицию под названием «Зазеркалье Алёкмы». Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Алёкминск. Ну что, Паша, весна в самом разгаре, плюсовая температура, и это самое любимое время для дачников, потому что именно в этот сезон все активно готовятся к посеву, да, к летнему периоду, и вот готовят все вот эти рассады, баночки, скляночки. В общем, сейчас работа у дачников кипит. Кипит, начинается, и все думают, как же вот мега урожай сделать. А всегда же вопрос в удобрениях, да, и есть много интересных решений, например, компост, да. Но мало кто знает, что компост
вермикомпостную кучу можно сделать не только на даче, да, но и в квартире под кухонным столом. Конечно, это будет не куча, да, а вермикомпостер, так называемый. Компактное устройство, которое изготавливается из копеечных подручных материалов, а при этом червячки, которые нужны для изготовления компоста самого, они там поселятся, будут непрерывно производить высококачественный гумус, будет все расти как на дрожжах. И сегодня подробнее о том, как это можно сделать в домашних условиях, расскажет наш эксперт в рубрике «Сад и огород». Доброе утро, меня зовут Роман, и сегодня мы поговорим о такой теме, как вермиферма. Что это такое? Это разведение червей в домашних условиях. Ну, можно на участке, это тоже вермиферма, только крупнее априори. Если у вас на участке есть черви, либо можно купить их в рыболовных магазинах. Бывают разные, но дождевые — это самый стандарт. Там калифорнийские, дендробены тоже бывают, большие, крупные. Но дождевые тоже нормально использовать. В среднем они съедают свой же объем за день, перерабатывают. Что это такое? Черви перерабатывают любую органику в более усваиваемую питательную форму, насыщая ее всякими кислотами, витаминами и так далее. То есть насыщают и улучшают плодородие почвы. И, что немаловажно, рыхлят почву. То есть можно просто червей добавлять в ваши цветы с кашпо. Это намного лучше даст эффект воздухопроницаемости почвы, а не только насыщение питанием. Итак, и они из какой-нибудь органики, например, конский навоз, вот, например, стандартно такое, не сильно опасный, едкий, либо подложка из-под листьев березы, например. Ну, такой вот лесная подложка. Они это могут перерабатывать, и вы можете получать биогумус. Вот такой субстрат, который можно добавлять как подкормки в виде подкормок, как и примесь к самой почве. На свежак ее использовать, конечно, не суша, намного лучше, но тут придется очень сложно, как сказать, отбирать самих червей. То есть вам же черви нужны, и биогумус надо отобрать. Вручную приходится отбирать червей обратно, например, в вермиферму, а биогумус уже вам. Либо подсушить и просто через сито. Ну, черви, соответственно, помирают таким образом. И перерабатывать в среднем при комнатной 20-градусной температуре за месяц-полтора. Такой нормальный объем. Вот, например, здесь около 200 червей было. Они переработали за 1,5 месяца такой объем. Он уже готовый. Мы еще добавляли. Помните, что субстрат оседает, они его делают плотнее. Он был вот таким, стал таким 2 раза. Можно добавлять еще. Сначала, как вы делаете вермиферму, берутся, можно обычный картон так покрошить, можно ячейку из-под яиц. Она кладется вниз, на самый низ. Это для того, чтобы воздух был, потому что зачастую, когда оно там слеживается, воздуха не хватает, и они там уже плохо ходят. Перво-наперво надо вот эту, потом уже слой какой-нибудь маточный, потом уже слой новый. Можно вот так вот идти. Старая часть, новая часть. И также потом лестницей. Вы убираете старый, уже готовый. К этому моменту новый, который вы уже закладывали изначально, он уже более-менее переработанный. Вы кладете еще раз новый на место старого и так далее. Меняете местами, попутно собирая вот такой вот биогумус. Как использовать биогумус? Прибавка к почве около 10%, либо разведение. Разведение – это литр на 10 литров. Это более чем достаточно за глаза. Разводите и поливаете. Особенно в первую половину лета. Это насыщенное питанием, азотным питанием субстрат, подкормка. И строительный материал, именно азот, очень сильно влияет на первую половину лета. Также на плодоношение тоже. Только не перекармливать, конечно. Если перекормите, растения зажиреют. В принципе, вкратце об этом и все. Спасибо. Приветствую, коллеги. Коротко о самых заметных событиях этого утра.
На Дальнем Востоке будут прорабатывать возможность выкупа в ипотеку взятого в аренду жилья. Об этом заявил полпред президента Юрий Трутнев. Он также отметил, что в ходе заседания были пересмотрены квоты по механизму льготного арендного жилья. Программа «Дальневосточная ипотека» действует в стране с конца 2019 года. На данный момент она позволяет взять жилищный кредит на первичном и вторичном рынке по ставке в 2% на срок до 20 лет. Запуск программы простимулировал спрос на новостройки, что привело к двукратному росту площади строящихся объектов в ДФО с 2 миллионов квадратных метров в 2019 году до 5 миллионов квадратных метров в 2023. С приходом весны на дорогах Якутска наблюдается гололед. Из-за резких перепадов температуры в течение дня снег и лед тают, а ночью замерзают и улицы города покрывает ледяная корка. В это время водителям необходимо быть вдвойне осторожными, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию. Особое внимание стоит уделять пешеходным переходам. Также внимание и бдительность должны проявлять и сами пешеходы, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. В сезон гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается, поэтому не стоит переходить дорогу, пока не убедитесь, что все автомобили остановились. За вчерашние сутки в городе Якутске зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. Из них 2 – это наезды на пешеходов на пешеходных переходах. Это Сергелявское шоссе и Якова Потапова, круговое движение. Там нерегулируемый пешеходный переход. Был совершен наезд на женщину. Женщина получила множественные ушибы. И позже несовершеннолетний пешеход, девочка, самостоятельно обратилась в больницу. Это вечером к 9 часам вечера. И было установлено, что ранее на нее был совершен наезд. Это Петра Алексеева Орджоникидзе. С 1 апреля штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчика увеличится до 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% провозной оплаты. Чтобы получить компенсацию за задержку рейса, пассажир должен направить в адрес авиакомпании претензию, прикрепив копии билетов, чеков, багажной квитанции и документов. Если авиакомпания прислала отказ, то для защиты своих прав пассажир имеет право обратиться с иском в суд. В обращении к авиакомпании следует указать сумму штрафа и убытков, которые вы рассчитываете получить. Укажите также свои контактные данные, в том числе почтовый адрес и адрес электронной почты. Участники культурной программы торжественного открытия спортивных игр «Дети Азии» выйдут в красивых нарядах, костюмы будут отшиты в местных цехах. Так, сейчас швейно-производственная компания уже выполнила половину заказа. Мастерицы цеха имеют опыт. В 2016 году они работали над изготовлением костюмов 6-х игр. В этот раз работу начали в декабре и уверены, к указанному сроку все отошьют. Отрадно, что швеям-мастерицам помогают студенты техникумов и колледжей. Ну а на открытии игр «Дети Азии» будет раскрыта тема Арктики, быта и обычаев коренных народов. Поэтому костюмы шьют из специальной ткани, передающей цвет северного сияния. В 2016 году мы тоже выполнили заказ на «Дети Азии». Это был наш первый опыт. В данное время у нас работают около 50 человек, и в том числе и студенты наших колледжей. Так, в данное время мы закончили первую партию. В Мирном 300 горожан присоединились к ежегодной акции «Лыжня России». Массовая гонка прошла на территории базы «Заречная». Соревновались школьники, студенты, сотрудники предприятий и организаций. Участники соревнований преодолели дистанции в 2 и 3 километра. Победителей в разных возрастных группах наградили кубками и медалями. Лыжные гонки проходят уже с 1982 года на всей территории России, и Республика Саха-Якутия не исключение. В этом году у нас проходят массовые забеги, спортивные. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Активное долголетие – миф или же все-таки возраст не помеха получению новых знаний и навыков? Об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Водитель с 11-летним стажем, получивший водительское удостоверение в 55 лет. Доктор с медицинским стажем 40 лет, из них 10 лет в качестве главного врача Центра спортивной медицины и реабилитации спортивных команд республики. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук. И все это о нашем утреннем госте, о Наталье Владимировне Махаровой. Доброе утро. Доброе утро. Наталья Владимировна, мы знаем, вы постоянно обучаетесь, что-то новое развиваетесь, путешествуете. Недавно, насколько знаем, даже запели, по-моему, да? Да. Как держите себя вообще в таком тонусе, что помогает? Потому что, это же сколько и времени, и силы, и энергии нужно на все это. Ну, это, в общем, это
человек должен сам себя мотивировать, потому что с возрастом, конечно, мотивационные качества снижаются. И надо сказать, что человек всегда хочет жить дольше, но качество жизни должно быть хорошее. Это положительные эмоции, должно быть хорошее настроение, с хорошим настроением утром вставать. И самое главное, заниматься любимым делом. То, что я кардиолог, и то, что я работаю, занимаюсь профилактической медициной, меня доставляет огромное удовольствие. Удовольствие, да? Да, потому что предупреждение заболеваний — это для меня все. Важнее, да? Важнее. Нежели уже до лечения да. само. Зачем людей доводить до высокотехнологичных каких-то операций, когда есть возможность как-то предупредить и мотивировать человека, чтобы он не дошел до этого. Ну и вот если говорить все-таки о том, что вот откуда черпаете, да, вот эти силы, эмоции, вот вы говорите, нужно мыслить позитивно, нужно с хорошим настроением, да, просыпаться. Вот откуда у вас такая энергия? Ну я не была всегда такой. Ага. У меня были периоды, когда действительно было тяжеловато, когда я докторскую защищалась, когда у нас дети были маленькие, когда заработная плата была маленькая, когда хлеба не хватало. В одно время я даже, когда 90-е, 80-е годы, я вообще выполняла на даче продовольственную программу, мешками собирала овощи, да. А сейчас я занимаюсь только ради удовольствия это цветами. Это для меня хобби. Поэтому я считаю, что с возрастом у человека обязательно должно быть какое-то занятие, от которого он должен черпать свою энергию. И я считаю, что это природа. Природа, да. И, конечно, это то занятие, которое тебе доставляет удовольствие. И если, конечно, приносит деньги. Так вот, если еще это приносит деньги, так это вообще супер. Что ж стареть-то? Хочется жить и жить, да? Да. И хочется сказать, что после 50, после 60 жизнь только начинается. Почему? Потому что надо понимать, что уже дети вырастают. Самое главное — вырастить детей хороших, чтобы они были трудоспособны, чтобы они были самодостаточные. И тогда родители тоже будут самодостаточные. Это первое. Второе, к этому возрасту человек уже имеет свой дом, дачу, квартиру, он должен об этом позаботиться пораньше, а не тогда, после 60, когда мы начинаем только думать о хлебе насущном. После 60 жизнь должна быть для себя, потому что дети выросли, мы уже не работаем над своей карьерой, когда нужно было добиваться каких-то результатов по жизни. Поэтому я считаю, что после 60 жизнь только начинается. Ну вот, кстати, вот тут в этом всем был ключевой момент, надо понимать, ну, вы когда начинали говорить вообще про возраст, да, и вот вопрос, есть такое понятие, да, адекватно свой возраст оценивать, и на самом деле, чтобы на всех этапах жизни адекватно оценивать, что ты можешь, что тебе нужно делать, это же мудрость какая-то великая, вот как к этому прийти? Ну да, действительно, мне очень нравится вот теперешняя позиция, очень много в социальных сетях пишут, раньше говорили ЗОЖ, да, а сейчас что говорят? СОЖ. То есть счастливый образ жизни. Человек должен, вообще человек родился для того, чтобы он был счастливым. Вот. И самое главное, да, мне кажется, чтобы вот какая-то мудрость, чтобы у человека была, это все идет, во-первых, с детства, и, конечно, это воспитание в самой семье, потому что реклама всевозможная, допустим, по питанию много будет, допустим, кола, реклама будет, и дети... все равно это будет. А это воспитание должно быть внутри семьи. Внутри семьи. Да. Паша, чтобы ты понимал, да, вот Наталья Владимировна после 55 пошла учиться на водительские права, да. Сейчас она запела, выращивает цветы. Она ходит в спортзал, причем не простой спортзал, а тренажерку. У нее полноценные, там, знаешь, вот это железо, она все делала. При этом она еще следит за модой, выкладывает свои посты там о всяких разных красивых вещах, вот даже вот ее внешний вид сейчас. Вот ты представляешь, вот правда говорят же, да, что старость — это вещь относительная. Вот давайте перейдем к этому термину, да, вот что же такое старость и нужно ли это бояться? В общем, самое главное именно не бояться. И есть такая хорошая мудрость, все люди хотят долго жить, но не стареть.
но над этим надо работать. Для того, чтобы не стареть и для того, чтобы быть счастливым, так просто не приходит. Да. Самое главное, с этим надо работать. Это первое. И второе, вообще понятие старения имеет три как бы, понятия. Да? Это первое, это биологическое состояние, физиологическое состояние. Это наше здравоохранение. В этом медицина очень много добилась результатов, высокотехнологичные методы исследования, операции. И, в принципе, в медицине уже практически почти что известно о том, что происходит в организме человека. А для этого есть понятие диспансеризации. И самое главное, вот здесь врачи должны работать над профилактической медициной, чтобы человек понимал, к чему может довести, допустим, какие-то факторы риска. Вот. И следующее понятие – это социальное, это здоровье или социальное. Это человек должен быть в обществе. Это понятие с внуками общения, это очень хорошего приводит, с детьми очень хорошие отношения. Я со своими, допустим, внучками или с невестками специально так сделала, это же тоже работа над собой, чтобы у нас были очень хорошие отношения. Вот мы обязательно в Новый год путешествуем, всей семьей объездили все. Каждый Новый год едем обязательно, всей семьей, у нас 8 человек, и мы едем обязательно куда-нибудь. Хочешь, не хочешь, надо. Семейная традиция. Семейная традиция это у нас. Следующее, третье, это у нас психологическое понятие, психологический статус. Вот. Это самое главное. В последнее время, мне кажется, выступает на первый план. Почему? Потому что у нас жизнь очень такая стрессовая стала. И самое главное, здесь надо понимать, мне кажется, да, что стрессов будет еще больше. Да. Жизнь еще сложнее становится. Но самое главное, как реагировать на это, как стрессовую устойчивость свою вырабатывать. Вот. Но это опять работа над собой. В принципе, сейчас очень много информации. Мне кажется, мне нравится, например, аффирмация очень хорошая с утра. Аффирмации шикарные, мне очень нравится. Есть очень хорошая аффирмация, которая утром встаешь и просыпайся с хорошим настроением. Ты сегодня в хорошем настроении, ты сегодня работоспособна, у тебя физический статус хороший, у тебя сердце бьется шикарно, у тебя давление нормальное. Такое этакое самовнушение. Наталья Владимировна, да, к сожалению, можем долго об этом говорить. Тема очень интересна. Надеюсь, еще увидимся в нашей студии. Спасибо вам большое за эту беседу. Ну а, дорогие зрители, вам желаем отличного дня. И вот тоже с таким же позитивом относиться к жизни, и все у вас получится. Хорошего вам дня. Ну а мы увидимся уже завтра. До новых встреч.